В столице республики прошли галаевские чтения. В рамках мероприятия были зачитаны доклады, темами которых стали жизнь и творчество композитора, его научные труды и отдельные музыкальные произведения. Мероприятие было посвящено 130-летию основоположника осетинской профессиональной музыки Бориса Галаева, организатор Министерства культуры республики. В этом году мы отмечаем 130-летие композитора, основоположника осетинской музыкологии, как пишется в наших книгах, Бориса Галаева. Сегодня мы проводим второе мероприятие, посвященное этому человеку. Вы знаете, что наш государственный ансамбль носит имя Бориса Галаева. Вы знаете, что этот человек связал свою судьбу с Югом Осетии, жил и творил здесь. Это человек, который оставил после себя, конечно же, огромное море материала, которое нужно по сегодняшний день еще работать и приводить в порядок. Это человек, который был один из наших людей, которые были у истоков культуры. Почетным гостем галаевских чтений стал заслуженный деятель искусств России и Северной Осетии, трехкратный лауреат премии имени Коста Ахитагурова, национальной премии «Яблоко Нартов», председатель Союза композиторов Республики Северная Осетия Алания Ацамас Макоев. Именитый осетинский композитор и пианист отметил, что роль и значение Бориса Галаева трудно переоценить. В Осетии не найдется ни одного композитора, который бы в своем творчестве не воспользовался монументальным трудом Галаева «Осетинские народные песни» и на которого бы не повлиял его музыка. Он первый и главный, он сохранил осетинский музыкальный фольклор. Достаточно этой книги «Осетинские народные песни» для того, чтобы его имя уже было вписано золотыми буквами в нашу культуру, в нашу историю. Нету ни одного композитора в Северной Осетии, я таких не знаю, кто бы не пользовался этим как энциклопедией, как словарем. По этой книге многие музыковеды писали диссертации, композиторы понимали какие-то сложные моменты. Ацамас Макоев отметил, что давно собирался в республику и счастлив побывать в Южной Осетии. Его творческий путь начинался в Южной Осетии, когда режиссер Георг Хугаев пригласил его в драматический театр в качестве композитора. Благодаря терпению и упорству гениального Бориса Галаева и его талантливым ученикам во всем мире узнали осетинскую национальную музыку. Нашей задачей является сохранить все то, что Борис Галаев заложил, чтить богатое музыкальное наследие. Осетинская профессиональная музыка вышла благодаря тому, что здесь жил, творил и воспитывал учеников Борис Галаев. И это главный человек, это наш фундамент, благодаря которому я тоже являюсь одним из звеньев того чуда, которое вот он когда-то начал. И, наверное, не зря и его один из замечательных учеников Гаглоев учился в Ленинградской консерватории. Там же учился Илья Габараев в Ленинградской. И я попал в Ленинградскую тогда еще консерваторию. И вот этот мостик, который сделал Борис Галаев, вот он сегодня я продолжаю. Союз композиторов Северной Осетии планирует провести музыкальный фестиваль. Один из концертов пройдет в Цхинвале. Композитор пригласил присутствующих на свой концерт, который будет проводиться в Цхинвальском музыкальном училище имени Феликса Алборова. В программе мероприятия также приняли участие Государственный оркестр народных инструментов «Айзалт» под руководством Нины Валиевой и учащиеся Цхинвальского музыкального училища. Они исполнили известные произведения Бориса Галаева. Эльвира Тибилова, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.